Все. Хайырлы күннәр. Добрый день. Наша пресс-конференция посвящена церемонии сбора подарков на татарский народный праздник Сабантуй. Біздің матбуғат конференция біз екі дәулет тілінде болашақ. Матбуғат конференциясы Сабантуйға бүләкләр җыю тантанасына багышланган. Біздің қонақларыбызның исемнәре куверткаларда язылган. Мин аларны тәкъдим итәм. Гаязов Зөфәр Фәдип улы, Казан һәм Татарстан рестораторлары һәм ательерлары ассоциациясе президенты, Әхмәдиева Роза Шайхайдар кызы, Казан дәүләт мәдәният институты ректоры, Шарафетдинова Галина Михайловна, ассоциацияның генераль директоры, Санникова Дарья Александровна, Казан шәһәренең туризмны үстерү комитеты директор, Идрисова Кадрия Рәис кызы, Ак Калфак Бөтендөнья хатын-кызлар оешмасы рәисе, Ганива Венера Әхәт кызы, Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасының халык артисты, безнең кунакларыбыз соңрак килеп безгә кушылырлар дип өметләнәм. Беренче сорау, Зөфәр Фадипович, сезгә. Сез сөйләп китсәгез иде, как будет организован сбор подарков, какие будут локации? Кадрлы дуслар, кадрлы кунаклар, добрый день, дорогие наши средства массовой информации. Приближается для нас самый главный праздник, наш праздник Сабантуй. А вы все прекрасно знаете, что праздник Сабантуй в деревнях без сбора подарков не бывает. Поэтому, исходя из этого, Ассоциация рестораторов ательеров нашего города республики вместе с Институтом культуры, вместе с Конгрессом татар, Комитетом по туризму города уже 6-й год подряд проводит этот праздник именно в городе. Мы хотим, чтобы именно тот колорит этого праздника, который происходит искренний и добрый в деревнях, именно прошел по улицам Казани. И поэтому 21 июня в 11 часов вообще сам обычай, который национальный татарский, он начинается в 10 утра, но в 11 часов начинаются уже наряженные повозки, начинают свой маршрут движения по 4 локациям города. Первая локация – это у нас с площади 1 мая, недалеко от памятника Мусы Джалили и мэрии города Казани. Она заходит в Кремль. Мы идем вместе с дружным нашим коллективом, нашей ассоциации, ведущими артистами, певцами, гармонистами Института культуры, которые для этого праздника готовят большой сценарий на всех площадках. Мы идем к губернаторскому дому, где находится резиденция Раиса Республики, наш уважаемый Рустам Нургалеевич, который нас всегда поддерживает этот праздник, и мы получаем первый подарок от него. Затем, выходя из Дворцовой площади губернатора, которая исторически считается, нас встречает хазрят мечети Кул-Шариф. Вместе в этом году присоединяется и Благовещенский собор. Отец, который работает в этом соборе. Мы все знаем, что республика толерантная у нас, и мы хотим максимально этот праздник, чтобы был праздник и помимо наших мусульман, и для православных людей. Затем, нас встречает руководство заповедник Казанский Кремль и те рестораны, кафе и магазин Бахатле, который находится на основной аллее Казанского Кремля. При выходе из стен Кремля нас встречают мэрия города, исполком города со своими подарками, с депутатами городской думы. Затем, мы у Национального музея встречаем подарки от министерств нашей республики, которые есть на улице Кремлевской. Спускаемся по булыжной мостовой, спускаемся к Академии наук нашей республики, и первый подарок на Баумана мы получаем от Академии наук нашей республики. Эта процессия идет по улице Баумана, так доходит до театра Камала, где основная площадка для передачи этих подарков для глав районов в тех местах, где будет проходить основные майданы. Вы знаете, локации в 3 местах. Помимо этого, у нас еще основная локация – это площадь Свободы. На площади Свободы, у нас принимает участие обычно Лейла Ринатовна, зампремьер-министра, вместе с министром культуры, и поддержит в этом сценарии Роза Шайхайдар Венера, да, ваш завкафедры, который у нас.
Мы получаем там подарки от правительства республики, от парламента нашей республики, от театра оперы и балета Мусаджалили, от консерватории, значит, и всех тех учреждений, которые расположены в этой части города. Так она продвигается по улице Пушкина, по дороге посещают другие рестораны и предприятия, которые имеют отношение к системе Хорика. Тоже она затем в театр Камал приходит в районе 12:30. Третья локация – это сбор подарков в деревне Туган-Алым, в ресторанном комплексе. У них там своя интересная программа есть, у них своя повозка есть, которая также будет двигаться по маршруту собирать. И четвертая локация – это Старо-Татарская Слобода, где, значит, вместе с префектурой рестораны улицы Маржани, это Татарская усадьба, Гусь, Тюбятай, значит, при посещении с Каюм Насыри сбора подарков посещают они мечеть Маржани, потом мимо мечети Маржани проходит префектуру, с префектуры Апанаевской мечети подарки собирают, и также по Маржани возвращается в театр Камал. Основная часть торжественного мероприятия – именно передача уже всех этих собранных подарков для батыров и для спортивных состязаний, игр, для детей, для театральных, значит, выступлений, подарков артистам. Будет проходить в 13 часов выступлением труппы театра имени Камала «Жангар-Шаль». Естественно, туда приедут и дипломатические представители стран, генеральные консулы этих стран, которые аккредитованы в нашей республике, представляют свои страны Российской Федерации. У меня все. Зор рахмат. Роза Шехардовна айтып кетсеңіз еді, мына бубитин традицияларын саклау біздің, вот как вы оцениваете значение вот этого мероприятия, праздника? Зур рахмет, хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Бу безнең бик зур бәйрәм, Сабантуй бәйрәме. Ул безнең Рәсәй күләмендә дә үткәрелә һәм чит илләрдә дә үткәрелә. Шуңа күрә рөхсәт итегез минем бүген чыгышымны рус телендә сөйләргә, чөнки моны бөтен халык та үткәрә безнең Сабантуйларны. Иң беренчедән минем әйтеп китәсем килә. Зур рахмет Зуфар Фадиповичка, чөнки минем истә төшкәндә, когда я была еще студенткой, я сама принимала участие в сборе подарков, и это было всего лишь в поселке Мирном. А настолько вот именно люди выходили, радовались, но это мне казалось, что это было еще вот узко. И будучи потом уже преподавателем, где мы тоже передавали с поколения в поколение, и будучи уже сейчас вот ректором, мне приятно, что именно Зуфар Фадипович является уже таким инициатором. Почему? Потому что в год научно-технологического развития мы знаем, что у нас создаются консорциумы, ассоциации. И Зуфар Фадипович, помимо того, что является продвиженцем нашей татарской культуры, кулинарии, быта, да, является еще вот именно таким проводником сбора подарков. И вот в том году, я помню выступление, вы как раз говорили, что и мама вам именно учила, как именно подходить к этому празднику, какие традиции, обычаи, что закладывала она. Вот именно народно-художественная культура, она начинается именно с семьи, и этот год как раз у нас семьи, корни закладываются именно так. И, конечно же, я не просто так говорю, что именно народная художественная культура, это у нас и подготовка кадров в том числе, потому что без этого мы не сможем. И Зуфар Фадипович также является у нас преподавателем, кандидатом наук, где он вкладывает в развитие сохранение нашей культуры и нашим студентам в том числе. Здесь я вот хочу акцентировать внимание, что в последнее время, особенно вот я прям беру за короткий период, 31 мая в Тверской области Владимир Владимирович именно сделает акцент на подготовку деятелей культуры, именно на материально-техническую базу, и также на Петербургском экономическом форуме, где наш вуз также принял участие
также сделал акцент именно на подготовку кадров. Здесь как раз приведена статистика именно подготовки кадров в области народной художественной культуры. Мы видим, сколько процентов имеют профильное образование, сколько процентов имеет высшее образование и сколько из них всего лишь молодых специалистов. И я поэтому свою речь начала с благодарности, именно когда мы и семьи, и вот у нас сообщество наше привлекает, да, внимание к молодежи, конечно же, всегда корни наши будут сохраняться. И нами разработана концепция проведения национального праздника Сабантуй. Опять-таки, это совместная наша работа, потому что именно... Да, это вот совместная работа. Без документов мы работать никак не можем, и нашей концепцией также пользуются, используют ее на территории Российской Федерации, на территории зарубежья. Это совместный труд. Также заакцентирую внимание, что Республика Татарстан, Раисом Республики Татарстан, Министерством культуры Республики Татарстан огромное внимание уделено и подготовке слушателей. Мы более 120 человек нашей республики, слушателей, обучили на территории нашего вуза, а мы вывозили их как базовую практику в лагерь, в Залесный, в лагерь. Там как раз в Зеленодольске есть база культурного развития, где именно многонационально, там у каждого есть свой уголок, и показывали эту базу, и там режиссеры делали именно постановки. Почему? Потому что мы понимаем, молодежь растет, педагогов не хватает, и для того, чтобы качественно это вести, и чтобы качественно сохранял свой культурный код, мы именно должны. И, коллеги, я скажу, что это получается, потому что протяжении этого года и мои педагоги, мы ездили за рубеж, мы ездим по Российской Федерации, именно позиционируем наш культурный код, и мы видим, сколько людей востребовано. Зуфар, даже к вам сразу приходят, зная, как это татарскую усадьбу, именно как культурный код, сохранение культурного кода, приходят именно пищи, наши печи. Я всегда, когда говорю, они уже очень много именно гости наши слышат. И на самом деле это все наше, это как раз наши бабушки, дедушки, которые к нам это закладывали. И мы видим, что это до сегодняшний день сохранено, и мы это передаем всему нашему населению, нашим гостям в том числе. И отклики мы получаем уже конкретно уже из-за рубежа. Как же мы их закладываем? Конечно же, мы ездим в экспедиции. То есть в рамках образовательного процесса заложены экспедиции. Мы ведем научно-исследовательскую деятельность. Мы смотрим, какие танцы, мы смотрим, какие ноты, и записываем прямо с уст бабулек, дедулек. И вот эта научно-исследовательская деятельность, также есть у нас диссертационные исследования по этой тематике. И, конечно же, ручной труд мы сохраняем и делаем выставочные пространства. Также приведу пример. Даже на форуме Казань Digital Week мы в том году сделали именно по декоративно-прикладному творчеству выставку наших детей, где мы увидели все районы, представили ручную работу, которые также будут представлены у нас на Сабантуе. Конечно же, наши научные мероприятия. Без них не обойтись. Здесь особое внимание Академии наук Республики Татарстан, министра науки и высшего образования, нашего Министерства образования. Вот непосредственно как раз по работе диссертационных советов. Здесь все, почему говорю, если мы говорим именно и о инновациях в том числе, оно строится именно на сохранении, на воспроизводстве наших продуктов, те, которые у нас были и где-то утеряны. Но как раз наши студенты изыскивают возможности, ходят в экспедиции, смотрят и передают опять-таки из уст в уста. И так мы сохраняем нашу народную художественную культуру именно в первозданном именно виде. И, конечно же, даже вот сегодня мои коллеги одеты в национальную одежду. Каждый культурный код, как это должно шито, это также изучается и нашими студентами, в том числе я дальше вот вам покажу, именно показан на международном уровне. Как мы это внедряем? В рамках как раз марафона Digital Leaders, который также проходит в рамках Казань Digital Week, вроде мы скажем, что такое цифры, и там этого нету. На сегодняшний день нашими студентами разработаны именно хакатоны по народной художественной культуре, и их уже цифровые проекты внедрены вместе с реальным сектором экономики. Это и виртуальные очки, это и мобильные приложения. И мы еще раз говорим, что дети заинтересованы и приезжают не только с нашей республики, но и с территории Российской Федерации.
Конечно же, это креативная индустрия. Театры также у нас обучаются студенты, где ездят в экспедиции и ставят постановки. Также мы координируем деятельность школьных театров, где также ставим постановки по народной художественной культуре. Именно обрядовой культуры делается акцент. И, конечно же, это еще наша сила, наши педагоги в школах, которые также, ну, дальше они приходят к нам на работу и приходят на производство, и также они внедряют наши деятельность. У нас есть победители стартапы, студенческих стартапов. Это на федеральной площадке. Это опять заинтересованность наших студентов. Вот одну из примеров скажу. «Жизнь в фольклоре». Студентки нашего направления этнохудожественного творчества Ульяны Ларионовой, она «Жизнь в фольклоре» показала именно истоки нашего татарского народа, который также корнями пристроены именно в празднике нашем Сабантуй. Также еще одна студенческий стартап «Дружбы народов». Это посвящено созданию туристического маршрута в Алькеевском районе Республики Татарстан. И мастерская Никиты Власова, который на сегодняшний день воспроизводит инструменты гармоники, думры, да, то есть он именно татарские народные инструменты для того, чтобы они были доступны и удобны как для детей, так и для взрослых. Во время праздника Сабантуй Да, и использовались. конкретно мы как раз используем это все, то, что я говорю, мы используем их и апробируем как раз на празднике, на сборе подарков. И это, я опять-таки говорю, заинтересованность. Еще одна из площадок, где мы говорим о продвижении, потому что мы не можем без мультимедиа это продвигать. Созданы центры прототипирования. Я ярким примером приведу. Вот Зуфар Фадипович, когда у нас как-то не востребована была, я не могу сказать не востребована, пандемия когда была, да, Зуфар Фадипович в этот период, да, вы сразу вышли в национальную кухню, в YouTube-канале, и вот из нашей печи Зуфар Фадипович как раз и костыбы, и треугольники. Мастер-классы вместе с вами, да, я помню, и с вашими педагогами, с Веней Рахат Ганиевой. Да, и это, конечно же, трансляция, опять-таки, потому что это не только мы показываем себя в республике, а мы, опять-таки, передаем по всему миру. И я здесь также приведу, опять-таки, пример, когда я была студенткой, и мы ездили, представляли нашу Российскую Федерацию за рубежом, мы также там пекли треугольники. То есть как раз это те рецепты, Зуфар Фадиевич, которые вы лично показываете и демонстрируете. И это опять-таки наше культурное достояние. Раиса хотела немного даже расширить то, что вы сказали. Да. Она потом скажет. Да. Далее мы как демонстрируем это на площадке. Вот вы видите, у нас замечательная международная выставка, форум проходила в Москве, где наша республика достойно представила как на научных мероприятиях, так и на образовательных мероприятиях. И мы показывали там традиции, обычаи, национальные постановки. Вы видите это на экране. И самое основное, что дети приходили с родителями и спрашивали, как поступить к нам в вузы, как попасть в нашу республику. Понимаете, была заинтересованность. И почему? Потому что самым основным, что мы многонациональная республика. И у нас, конечно же, такие замечательные люди. Вот это у нас работает инжиниринговый центр. Как раз по работе наших студентов сделан интерактивный музей. Это как раз привлечение, это в онлайн-формате, в принципе, и Сабантуй, это весь быт, как мы можем, то есть наяву увидеть, так мы можем и в интерактивном это музее мы его увидеть. И, конечно же, когда я сказала именно о коллекциях, это, конечно же, наш этнокультурный код. И, конечно же, мы все выходим на сбор подарков в национальной одежде. Да, вот, это очень важно. Вот, и мне это очень интересно самой, когда мы в национальной одежде, я в том году, Зуратич, вы помните, одела прям национальный костюм. Мы дали вам самое призовое место. Да, и здесь даже наши, Зуратич, консулы, они сразу обратили внимание и сразу дали такую обратную связь, что вот мы именно так, но на самом деле мы позиционируем, и это правильное позиционирование позволяет, посмотрите, мы на сегодняшний день представляем нашу национальную одежду, это масштабирование, даже в спортивной одежде есть культурный код, и Сабантуй – это и представление своей яркой самой одежды в том числе. И это же, конечно же, наша национальная культура. И масштабированная на международных площадках. Вот буквально вчера приехали из Беларуси, где наша студентка заняла первое место. И, конечно же, завтра у нас будет показ, и это все подсвязано под сохранение нашей культурной ценности. И наши студенты, конечно же, и преподаватели вместе вот с Зуфаром Фадиповичем
будут С полностью Галиной Михайловной. с Галиной Михайловной, со всей командой. Я вот говорю, что это командная работа, потому что Да, да. Сабантуй на самом деле, мы будем, конечно же, представлять наш Сабантуй сбор подарков. Это как раз то, что нам заложили наши предки. Спасибо большое. Очень приятно слышать, вот, что именно институт так развивается, самые современные технологии использует для нашего культурного кода. Вот я смотрю, я сам ознакомился впервые, очень приятно отметить. Но лошадка остается лошадкой, она основа Сабантуй, поэтому давайте продолжим. Зур Ахмед, большое спасибо. Галина Михайловна, расскажите, пожалуйста, как вот вы привлекаете участников? И сколько было раньше, сколько сейчас, и Да. сколько планируете в этом году? Добрый день, уважаемые коллеги. И Роза Шейхайдаровна отметила, и я хочу поблагодарить Зуфар Фадиповича за возрождение такой прекрасной традиции в городском формате. И он рассказывает историю о том, как он у себя в Атнинском районе видел, как проходил этот праздник. И когда мы впервые начали пробовать как раз провести эту церемонию, было очень много препятствий. Это были препятствия со стороны Управления внутренних дел, ГИБДД. И мы еще пока не понимали, каким образом мы это сделаем, но мы уже знали, что у нас есть люди, предприниматели, которые готовы внести свой вклад, а это самое главное. И первый год у нас все получилось стараниями, усилиями большими. И вот уже 6-й год мы проводим это мероприятие. И если мы говорим про дарителей, то первый год у нас было 32 дарителя. Это были все предприятия, которые работают в индустрии гостеприимства. И единственное присоединилось в тот момент, это банк был, Интехбанк на Маржане, и они тогда тоже присоединились и были очень благодарны. Да. И был из мечети Маржани подарок, да, потому что они локационно рядом находились. И в тот момент мы поняли, насколько это интересно, потому что первое, что мы увидели, это бабушка пришла, принесла отрезы ткани и полотенце завязала на оглоблю у повозки. И это было неожиданно, когда мы увидели, что население готово присоединиться. В тот год мы шли колонной на нашу выставку, Казанскую ярмарку, там, где проходил слет мэров городов мира, Ильсур Раисович принимал. И мы подарки передавали как раз на Сабантуй на этой площадке. И у нас был небольшой маршрут от старта Татарской Слободы до Казанской ярмарки, но настолько это было колоритно, потому что люди на машинах все сигналили, кто шел по тротуарам, все начали махать. И мы увидели, что это людям заходит. И последующие годы мы расширялись. Потом было там 45 дарителей. В прошлом году мы собрали более 150 даров. И это те вещи, которые были сделаны от души, от сердца. В этом году большое количество участников привлекли со стороны, вернее, не привлекли, они сами спрашивают, каким образом можно подарок передать. Это и государственные структуры, это и просто люди, которые уже знают о том, что готовится эта традиция. И для нас важно было, первое, это сохранить наш, как сказала Роза Шейхайдар, национальный код, и этот праздник является одним из них. А второе, это сделать все для того, чтобы туристы, которые приезжали на наш Сабантуй и на 3 дня участвовали в этом мероприятии, мы хотели, чтобы они увеличили дни пребывания. И в прошлом году мы уже знаем от туроператоров, что это удалось, потому что люди приезжают уже за день до Сабантуя, и мы как минимум на 1 день увеличили срок пребывания здесь туристов. А для республики это дополнительный доход. И таким образом мы, развивая историю, еще и помогаем формировать туристическую привлекательность нашего города. И в этом году наш праздник пройдет также ярко, также интересно. И я хочу поблагодарить каждого из вас, потому что именно с вашей помощью мы расширяем спираль узнаваемости этого праздника. Потому что каждый год, зайдя в интернет, можно увидеть огромное количество информации и фотографий, и оценки людей. И это говорит о том, что мы уже вышли за пределы нашего региона. А если о нас говорят за пределами региона, то значит к нам приедут.
мы вызываем интерес. И благодаря вам эта информация распространяется намного быстрее, потому что вы сила средств массовой информации. И мы приглашаем каждого из вас принять участие в одной из 4, из 5 даже уже локаций. Мы будем рады любому вашему репортажу, вашей поддержке, потому что 6 рукопожатий, да, в фильме смотрели. Благодаря вот таким рукопожатиям и создается история, и мы ее напишем с вами вместе. И вчера, прям уже перед сном, я спонтанно как-то раз захотелось что-то написать, и я вот такое стихотворение в заключение прочитаю. Самое главное, не расплакаться. Давайте мы подъедем. Было детство мое босоногое, за окном там ковыль растет, по дороге пение слышится, к Сабантую дорога ведет. Вдоль домов на телеге старенькой всадник лошадь свою ведет, рядом с ним гармонист молоденький нашу песню с душой поет. А поет он о крае пахотном, про Отнинский район поет. Собирать на Майдан подарки от селян он уже готов. Большое стихотворение. Кто отрез принесет, полотенце кто барана с собой ведет. Победителя ждут награды, кроме дара еще и почет. Сабантуй – праздник плуга яркий, Татарстан – мы одна семья. Сбор подарков проводим в Казани, память сердца – она навсегда. А до творчества у нас, вот видите, что значит Уже. выставительная культура? Прекрасно всё. Спасибо большое. Кадриya Reisовна, менә бәйрәмнең үткәненә күз салсак, сөйләп китсәгез иде, менә бу бүләк җыю бит төрле якларда үзенчәлекләре дә бар, аның менә нәрсәсе белән аерыла һәм Казанда узганын сез ничек итеп менә күз алдыйсыз? Ничек итеп узарга тиеш ул? Стандартнымы, классик аның варианты бармы? Микрофонга мөмкин булса. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать, исәнмесез? Менә чынлап та бүләк җыю. Ул һәр безнең, һәр милләтнең менә шушындый юлаларын, гореф-гадәтләрен саклап кую, кемнеңдер инициативасы, кемнеңдер менә өлеше белән башлана. Менә бу бүләк җыю да инде монда Зөфәр Фадипов сөйләде. Аларның инициативасы белән башланган. Бу үзләренең милләтенең нинди дә булса билгеләрен саклап калу өчен тырышу. Һәм менә һәр елны безгә дә туры килә анда катнашырга бөтен дөнья татар конгрессына. Безнең инде икенче локация дип әйтелде бит инде опера балет театры Муса Җәли исемендәге опера балет дәүләт театры каршында икенче урын. Һәм без аны нәрсә белән дә бәйлибез? Менә бүләкләр җыю. Нәрсә өчен бүләк җыела? Ул бит монда шәһәр халкы, авылныкы түгел, авыллар аны аңларга мөмкин. Ләкин ул Сабантуй нәрсә дигән сүз? Без әз генә аның уеннарын кертергә тырышабыз. Менә кашыкка йомырка салып йөгерү, капчык киеп йөгерү. Аннары безнең инде анда әйбер кисү балаларга һәр вакыт башкарыла бит инде безнең шүлмәк вату. Менә шушы урында без менә шушы уеннарны күрсәтеп, анда автобустан төшәләр, трамвайдан төшәләр, кеше кызыксынып килә. Һәм шунда ук безнең әйбер җыю. Анда иң беренче без сөлге бәйләп куябыз. Менә биредә сез сөлгеләрне күргәнсездер. Бу безнең инде 8-9 ел элек башланган эшебез. Бөтен дөнья татар конгрессы каршында Калпак оешмасы бар. Һәм менә без бөтен дөнья татар хатын-кызларын иң беренче сөлге чигәргә өйрәттек. Бу әзерлек Сабантуйга. Һәр татар кешесенең өендә чигелгән сөлге булырга тиеш. Һәр Сабантуйны чигелгән сөлге бизәргә тиеш. Һәр җиңүчегә, ул атта чабучымы, ул көрәшүчеме, башка уеннарда катнашучы сөлге бүләкләргә тиеш. Һәм шушы нисбәттән безнең менә монда районнар, һәр районныкы, төрле районнарныкы куелган, безнең һәр районныкы бар, төрле регионнарныкы бар. Хәтта мин сөлге чигә белмим дигәннәр дә безнең нәрсә чигәргә дигәч, урамга чык, аптырагач инде нәрсә күрәсең, шуны чик дигәч, Подмосковьедагы безнең Аккалфак җитәкчесе чигеп алып килде өй. Ансы да ярый дидек. Безнең битен татар халкы нәрсә чиккән беләсез? Табигатьне күзәткән, чәчәкләр чиккән, табигый аның үзенең нәкышләре булган.
Һәм инде менә бу әйбер хәзер безнең бөтен өлкәләргә кирип бара. Сөлге чигү тулы канлы булып кирип бара. Сез аны журналистлар белмәй тормыйсыздыр. Менә бу ел Балташлар ничек итеп безнең чигеп, ничек итеп бүләк иттеләр. Һәр көрәшче сөлге алдында. Авылда яшиме ул, районда үтәме, һәм менә шушындый матур күренешләр кирип бара. Аннан соң икенчесе. Менә без сөлге җыябыз. Кем әйтә сөлге җыю ди моны? Кем әйтә Сабантуйга бүләк җыю ди? Кемдер сүрән салу ди? Әле быел күзәтәм төрле җирләрдә сүрән салу дип башладылар, җыя башладылар. Каяндыр ишетәләр, каяндыр күрәләр. Ләкин сүрән салу ул Күкмарада сакланып калган. Күкмараның 1-2 авылында сакланып калган. Ул ничек башкарыла? Төнге бердә быел армия сафларына китәче егетләр, ягъни 17-18 яшьлек егетләр, аппак күлмәкләр киеп, билләренә шушлай чигелгән сөлге бәйләп, пута түгел, сөлге бәйләп, аякларына кизитекләр киеп, башларына түбәтәйләр киеп, кара чалбарлар киеп, алар төнге бердә бүләк җыярга чыгалар. Һәм моны сүрән салу дип атыйлар. Чөнки алар баламышкин киенә, алмагачлары киенә, алар җырлап киләләр. Менә шушы сөлгеңне чыгар, бүләгеңне чыгар, бөтен авыл йокламый төнге бердә. Менә бу сүрән салу дип атала. Безнең көндез җыйсаларда, иртән җыйсаларда, хәзер инде сүрән салу дип җыя башладылар. Моның тәртибе без инде белергә тиешбез дип уйлыйм. Ничек булса сүрән салу була ул? Менә кычкырып бала ушакта уйный башласак, әбекәйләр әйтәләр: "Сүрән салмагыз әле. Сүрән салмагыз, туктагыз, ник сүрән саласыз" дип. Менә ул кычкырып, халыкны шушы бүләк җыяуга өндәп, әйдәп шушындый чакырып чыгару. Һәм бу без менә бу ел инде беләсез узган атнада Бөтен дөнья татар конгрессы безнең дәүләтебез Пермь өлкәсе белән бергәлектә 4нче тапкыр Бөтен дөнья татар авыллары Сабантуй үткәреп кайтылды. Һәм менә монда безнең Күкмара районы барды. Бөтен менә подворье дип атыйбыз инде безнең өйләр белән, йортлар белән бөтен һөнәрләребезне күрсәтү максатыннан һәм алар сүрән салу ничек була халыкка күрсәттеләр. Кыз төшерү, килен төшерү ничек була халыкка күрсәттеләр. Һәм инде күрсәттеләр менә җәйләү. Бу бит инде Сабантуй. Сабантуй бит авыл эшчәннәренең бәйрәме. Һәм җәйләү ничек? Анда бит сыер савучылар. Үзебезнең стан ындыр дибез. Менә ашлык җитештерә торган өлешләр, ашлык җыя торган өлешләр, амбар аллары, анда ничек эш эшләнә. Менә бөтенесен алар халыкка аерым итеп, халык керә торган өлешкә куелып күрсәтеп бардылар. Авылның яшәешен. Һәм менә бу Сабантуй безнең бик зур билгебез милләтебезнең. Чөнки бу билге һәр милләтнеке бар. Кемнең нинди? Менә безнең Сабантуй. Сабантуйга халык ел буе әзерләнгән. Кайсы гаилә көрәшче әзерләгән, кайсы гер күтәрүче әзерләгән, кайсы йөгерешче, кайсы җырчы, кайсы уенда катнашу өчен менә ел буе әзерләнеп һәм уңышларны утыртып бетергәннән соң, ягъни чәчеп бетергәннән соң, халыкның бергә җыелып, бергә күңеле ачу бәйрәме булып кирип калган. Һәм менә ул дәвам итә безнең инде Бөтен дөнья татар конгрессының бу 25 июльгә кадәр бара. Чөнки төрле регионнарга Россия Сабантуйлары Чечняда менә безнең 30-ы була июньдә, Омскида безнең 25-е менә 25-26 көннәр, 26-27 көннәрендә. Шуңа күрә һәр билге безнең милләтнең сакланырга тиеш. Хәтта менә хәзер менә шушындай итеп каршылалар бүләк җыю вакытында авылларда. Һәр гаилә чыгып моны көтеп әзерләнә. Капка төбенә кыймаклар пешереп, шәйләр әзерләп, җырлап, биеп, бәйрәм итеп башлыйлар. Булар инде көндез җыя торган бүләкләр, булар инде һәр берсе моны шын бәйрәм итеп бүләк җыю Сабантуйның башланышы. Менә сүрән салуда әйттем бит инде, төнне сүрән салалар, бүләкне җыялар, иртән әзерлек башлана, уннарда Сабантуй башланып китә. Менә ничек булган. Менә хәзер алдан бер көн алдан монсы бүләк җыю. Көн алдан һәр гаилә әзерләнеп көтеп тора. Кем сөлге чигә, әгәр дә килен төшкән икән бу гаиләгә, бу гаиләдән инде сөлге таләп ителә. Яшь килен
безнең сөлге чигә белергә тиеш, без аларны өйрәтергә тиеш. Шуңа күрә татар кызчыгы татар бәйгесе, Аккалфа укучы кызлар бәйгеләрендә һәм татар кызы бәйгеләрендә без һәр вакыт сөлгеләр, кулъяулыклар чигәргә өйрәтәбез һәм татар халык ашлары пешерергә өйрәтәбез. Менә шуңа күрә бу бәйрәм безнең колачлы бәйрәм. Уеннар, җырлар, төрле үзебезнең һөнәрләр, үзебезнең ашчылар чыга анда төрле татар халык ашлары белән. Кыскасы, бу үзебезнең татар халкының яшәешен тасвирлап бирә торган һәм гадәттә бөтен милләткә күрсәтә торган, чөнки бөтен милләттә кызыксына безнең Сабантуй. Шуңа күрә ул бөтен, менә сөйләгәндә әйттеләр, бөтен милләт тартыла дип. Чөнки милләтләр тартыла. Чөнки ул кызыклы итеп, үзебезнең нигезебезгә кайту итеп, үзебезнең барлыгыбызны күрсәтү өчен үткәрелә торган бәйрәм. Менә шуны әйтәсем килә, менә киемнәргә кайту дип әйтәбез. Киемнәргә біз көнлек рәвешкә кайтсак иде. Һәр көнне киеп йөри торган итеп. Ул бик кирәкле әйбер безнең. Менә шушы әйбергә без кайта белсәк иде, кайтсак иде, безнең иң беренче тышкы билгебез шул. Сабантуйга чыкканда менә саба аякларында мисал өчен хәзер күрсәтелә кем милли киемнән чыккан бәйгеләр. 160 кешегә бүләк бирәләр. Беренче башлаганда алар башлап китте 40 ничә кеше белән. Кем гаиләсе белән милли киемнән киенеп чыга, алар сәхнәгә килеп бүләк ала. Хакимият, Аккалфаклылар бергәләп алар өчен бүләкләр әзерлиләр. Менә шушы әйберләр безнең бөтенесе кире кайта икән тормышыбызга, безнең билгеләребез кирә икән, безнең инде милләтебезнең яшәеше бар дигән сүз. Мен инде киләчәккә менә шушы милләтебезнең барлыгын, милләтебезнең яшәгәнен күрсәтер торган бөтен билгеләр дә үзебезгә кайтып бетсен дигән теләктә калам. Һәм безнең икенче бүләк җыю өлешендә шушы опера балет театры янында безнең төрле елны төрле милләт кешеләре була. Чит илдән килгән кешеләр була. Быел менә безнең кунакка киләләр безнең төрек дусларыбыз, алар безнең бу өлештә катнашырбыз дип торалар. Менә без инде һәрберегезне көтәбез. Инде җырлап биеп, күңел ачып, бу көнне бәйрәм итәргә килсәк иде. Ягъни Казаныбызда үтәсәк, шушы милли җыеныбызга, милли бәйрәмебезгә бүләкне бергәләп җыеп, һәрберебез өлешебезне кертсәк иде дигән теләктә каласым килә. Зур рәхмәт. Сорауларга күчик. Да, пожалуйста. Дамиров. Шахари Казан, Дамир Бадриев. Жафар Эдипович, уточни, пожалуйста, старт у нас 11 часов, имя? 11 часов. У нас 21 июня в пятницу в 10 часов утра лошадки приезжают на ту локацию, откуда они начинают. Их начинают одевать красиво, наряжать. И в 11 часов начинается движение. Первой локации – это заезд в Казанский Кремль. Там они собираются возле театра Камал, имя? Во сколько они собираются туда? Значит, вот у них маршрут такой. После Кремля они спускаются вниз через Академию наук, едут по Бауману, и потом едут в театр Камала. Камал они должны быть в районе половины первого, быть где-то 12:30, 12:40, да, Галина? Все группы, да, имя? Да. Все группы должны, 4 локации, которые откуда идут, они должны в это время все съезжаться именно перед театром Камала. Вот простые казанцы свои подарки куда должны принести? Они могут идти по маршруту движения, дарить подарки, что это очень интересно будет. И также могут приехать на театр Камал, там тоже могут вручать подарки. Можно сразу второй вопрос? Кадрия Раисовна, иногда в некоторых местах дикторы объявляют, что праздник плуга. Сабантуй никакого отношения не имеет к плугу. Ну, там непосредственно не имеет. Сабантуй – это весенние полевые работы. После весенних полевых работ проводится Сабантуй. Ну, плуг тоже там какой-то имеет. А? Нет. Один перевод Сабантуй – это весенние полевые работы. Второй вариант – плуг. Это второй вариант. Вот желательно бы не говорить праздник плуга, а Сабантуй. Как вы думаете? Сабантуй дип атала. Анда менә авылларда сез ишеткәнегез дә бардыр инде журналистлар, дин плуга. Алар үткәрелә торган сабанчылар бәйрәмнәре була. Кайбер җирдә бәлкем аны куша торганнардыр да, шулай итеп үткәрә торганнардыр. Кайбер менә авылларда бар, мин үзем дә инде күп еллар авылда эшләп килдем бит инде шул хакимияттә.
biz Sabançılar günün ayrım ötkərəydik. Bu indi Sabantuyğa qədər. Qay bir urunlarda şunu birgə qoşub birgə ötkərələr. Şuna şuay etib kilib çığa turğandır deyib buyum. Sabantuy ul. Mənə bütün yazğı işlər bitkəndən soң beyram ita turğan. Bizim bütün Tatar xalqı beyramını tuy deyib ötkərgən, işini ümid etib ötkərgən. Mənə şu şey eybir Sabantuy deyib ötkərləyən bizning. Şun ismi Sabantuy. Ayı. Рахмат. Айе, Жамил. Микрофонға. Вопрос Музафару Хадиповичу, Татаринформ, Смингрей Жамиль. Первый вопрос касается концерта. Собственно, кто там будет и где конкретно он будет проходить, на площади перед театром? Смотрите, сценарий нам пишет Институт культуры. Ректор рядом со мной, Рош Хайдарна, у них большие сильные специалисты, сценарий они пишут. Вот по каждой локации свой сценарий, но основной сценарий будет у театра Камала. Я могу Рассказать, сказать, на сцене будут наши преподаватели, заслуженные артисты Республики Татарстан. Это Алсу Зайнуддинова, ее псевдоним Асыльяр, Альфис Галиуллин, гармонист, Айнур Муратов, это гармонист, Наиль Сагдеев, гармонист, также наши звезды, молодые студенты, которые также на эстраде. То есть все наши студенты выходят на этот сбор подарков и работают на всех точках. Поэтому программа обширная, большая, но все наше студенчество, они являются именитыми артистами, вот чтобы, хочу сказать, да, профессионалами, они все у нас на сцене, поэтому выходит весь абсолютно вуз. И есть еще одно дополнение. У театра Камала их не выходит труппа, и делают как раз минут на 10-12 сцену из спектакля «Джангар Шаль», который посвящен празднику Сабантую, в национальных костюмах, в музыкальном сопровождении, где сценарий пишет тоже Роза Шахайдарна вместе со своими специалистами. Да, и я вот здесь тоже вот хочу еще дополнить. И вот мне чем нравится Сабантуй, я благодарна. И почему говорю, что и преемственность, и рост нашего праздника Сабантуй. Чтобы вот правильно вы сказали, чтобы не было интерпретации Сабантуй, это Сабантуй. И есть у нас очень много фольклорных мероприятий, но чтобы они были так, как мы сохраняли. Вот именно мы учим этому студентов, и именно это мы передаем, как нам именно предки нам передали. И писать надо именно так. Вот совершенно правильное замечание. И еще я хочу сказать, вот именно преемственность, то, что именно этот праздник, вот мы в течение года готовимся, потому что и кулинария, и привлечение, и ужинать Сабантуй на сбор подарков ежегодно очень много людей приходит. Послы уже с подарками также приходят, Зворовичи. Они все, да, они все приходят с подарками, поэтому и студенты готовятся к этому мероприятию. И вот как мы говорим, шитье. Ведь шитье это для женщин тоже. В течение года она готовится, и это также терпимость женской, татарской женщины, терпимость, да, то есть вот мы это все вырабатываем, поэтому ежегодно к этому мероприятию особенно мы особо подходим. Тем более в этом году очень много делегаций приехали на студенческие, вернее, на молодежные игры БРИКС. Да. Мы разговаривали даже с Галиной Михайловной вместе с директором спортивных проектов. Их проинформировали, сказали, пожалуйста, все, кто в этот день не участвует в соревновании, могут прийти на эти локации, посмотреть, порадоваться и, приехав в свои страны, рассказать о нашем празднике. Да, и второй вопрос. Если с пешеходными улицами все ясно, вот по Баумана, по Кремлю, как будет происходить перемещение, как это движение будет организовано уже на улицах Пушкина, соответственно, от Островского, Пушкина, да, хороший вопрос. Значит, вот правило дорожного движения есть гужевая повозка. Вот она наша лошадка, которая идет вместе с артистами, с гармонистом, с певцами, и с песнями, едет по улице, украшена, оформлена, а рядом по тротуарной зоне идут все, кто ее сопровождает. Поэтому мы не мешаем никакому дорожному движению, и практически именно инспекция, государственная инспекция нас понимает. На некоторых участках, связанных возле театра Камала, мы хотели попросить, чтобы они там обратили внимание, чтобы лошади, повозки, чтобы могли там развернуться, удобнее было. А так практически все это контролируется правилом дорожного движения.
А передача подарков как будет происходить на дорожных участках? На точках. Это На на точках. Значит, вот, допустим, первая точка, которая идет по улице Пушкина, у нас там есть наша организация и ресторан, у них есть своя парковка, на эту парковку заходит лошадка, да, Галина Михайловна? Из парковки они уже ждут, они ставят небольшие там временные стояночные запреты, чтобы никто не ставил парковали с машины, чтобы могла лошадка заехать. Мы все это предусмотрели. И вот я почему говорю, информирование очень важно, потому что вот с каждым годом мы видим, уже знают вот эти локации, и прям жители приходят со своими подарками, прям вот ежегодно мы смотрим, растет, и они приходят со своими подарками. Я здесь хотела бы тоже добавить о том, что Сабантуй – это соревнование для батыров, но есть еще и детский Сабантуй. И мы видим и в прошлом году, и в предыдущие годы, когда подарки дарили для детей. И это тоже радует, потому что это аудитория, которая тоже ждет награды за свою победу. Поэтому мы призываем жителей не только там для взрослых батыров, да, это может быть и игрушка, и что-то там связанное с детьми. Рахмат. Біздің уақытымыз түгел, келесі Шолпан. Шолпанғали Ахметова, Сүйінбике журналы. Менә бүләк җыйганда бит инде ул бүләк кенә бирү түгел, әле менә шул бүләк бирүче кешеләр үзләре дә ниндидер җырлыйлар, бийләр, шигырьләр сөйләр, ниндидер менә сезнең министрлыклар, шул ук рәис администрациясе да ниндидер иҗади номерлар әзерлиме? Гомумән халык белән түгәрәк уеннар да оештыру буламы, әллә бу ниндидер бер театральләштерелгән тамашага гына әйләнеп калачакмы? Рәхмәт. Мына әйтеп китәсем килә, үзем былтыр биеп тә алдым, Да. җырлап та алдым. Зуфар Фадипович та җырлады да, бийде дә. Да. Барсы да җырлыйлар да, бийләр дә, һәм бу шундый мына халыкка якын, мына үзләре җырлап, биеп, шундый бик күңелле иттереп үтә. Бөтенесе җырлар. Бер нәрсә генә өстәсем килә, менә уеннар дибез бит инде, ни өчен уеннар уйнатабыз? Безнең анда, мәсәлән, нидән киләләр безнең? Институттан студентлар була. Беренче елны шушы уеннарны оештырганда алар нәрсә эшләргә белмиләр, инде уен икән дә белмиләр. Хәзер әле менә кичә җыелдык бит инде без, Зуфар Фадипович. Шунда укытучылар әйтә, безнең студентлар шул уеннарны көтә ди. Килсеннәрме ди? Митем килсеннәр. Алар хәзер белеп уйныйлар, белеп катнашалар, берсеннән киләләр, икенчесенә йөгерәләр. Менә шуңа күрә анда биюле, җырлы уеннар белән бергә бара ул Чулпан. Мына та Юк, алар иҗади номер әзерләмиләр. Анда бит шундый ара, анда һәр бүләк биргән кеше бер иҗади номер әзерли икән, ул безнең үтә дә китә. Хайып табам дип, ничәдә бөтенесе бер вакытка төшеп җитәргә тиеш. Ләкин уеннарда бөтенесендә анда һәм гомуми биюләр, анда менә җырлый бер артист, гомуми бию оештырабыз. Анда бөтенебез дә бергә. Анда мин министрлар түгел, мин депутаттар түгел, анда бөтенесе бергә чыга, уйный, җырлый, бии. һәм ул концерт түгел бит ул Сабантуй, ә менә ул чын күңелдән ничек менә ул теге сигезле, ишле, шундый чылбыр уеннар әйме, аларны биеп, и ул һәр вакыт менә без бөтенебез бергәләп сигезле бию. Гел менә шулай итеп ул аларда да үтәдер, менә бәләкәй чакта ул теге номерлар белән чыгып түгел, менә гел шулай итеп уеннар белән, бар теге авыллар белән шулай итеп чыгып үтәләр. Һәм менә бездә дә шулай итеп менә ел сайын ул гел шулай итеп барыла. Коллегалар, безнең сәгать 11-дә киләсе матбугат конференциясе башлана. Шуңа күрә Дамир абый кыска гына һәм соңгы сорау ярыймы? Менә Казанда Сабантуй 3 урында була бит инде. Бүләкләр җирәбә белән 3-кә бүленә, ничек була ул? Минем әйтеп кесем килә, былтыргы менә бүләкләр, безнең студентлар аннары чыгыш ясыйлар Сабантуйда, менә Мирный поселогында, менә прям әйтеп бирделәр, бүләкләр әйтеп бирделәр. Ул центральный бит инде, үзәге була бит инде Мирныйда. Шунда әйтеп прямо бирделәр, что менә җыйган безнең халык Татарстанда җыйган бүләкләр батырларга бирелә дип әйтеп бирделәр. Вы сказали по локации, как делят. Сейчас Галина Михайловна скажет. Да, у нас на площадке перед театром Камала приезжают с администрации районов, в которых проводится Сабантуй 23 числа, микроавтобусы.
они тоже украшены. Это Новосавинский, Кировско-Московский район, это Советский район и Приволжско-Вахитовский район. И каждая повозка передает на конкретную локацию свои дары. Мы делаем опись и передаем по описи для того, чтобы потом все подарки были на Майдане уже вручены батырам. Зор рахмат. Барыгызга да зор рахмат. Матбугат конференциясын төгәллибез. Әйтер сүзләр калмаганы? Юк. Зор рахмат барыгызга да. Что нужно делать?